Часть вторая. Антисистемы в этногенезе. Помни о Вавилоне. У одного за плечами долгая и нелегкая жизнь, экспедиции, научные изыскания, работа с учениками, сталинские лагеря, военные дороги, шельмование, осуждение на молчание. У другого тоже. Минус превратности судьбы одного поколения. Хотя в прошлом было и клеймо внука врага народа. Магия имен и ореол страстотерпия предков. Наши собеседники — Лев Николаевич Гумилев, доктор исторических наук, и Павел Васильевич Флоренский, доктор геолого-минералогических наук. Их соединяет бывшая Николаевская дорога, связавшая две русские столицы и два ощущения русской государственности и народности. Долгая дружба, любовь к Азии, преданность идеям Вернадского. Вавилонская башня — стержень беседы, которую ведет журналистка Татьяна Шутова. Шутова. Почему разрушилась Вавилонская башня? Согласно преданию, ее возводили древние жители Междуречья, стремясь в гордыне своей сравняться с Богом, но, не сумев найти общего языка между собой, оказались под обломками рухнувшего сооружения. Флоренский. Не без основания версия о том, что причиной гибели древней цивилизации Востока было то, что она не смогла найти общего языка с природой. Сведение лесов, перевыпас скота, ирригация, первоначально возносившая цивилизации, а затем подъем грунтовых вод, засоление, заболачивание земель. Соленые ветры развеивали государство в прах и пускали народы по миру. Гумилев. В наше время сказание о Вавилонской башне из символа перерастает в миф. Перед современным человечеством, становящимся в эпоху перехода в ноосферу единой земной цивилизации, со всей остротой встают два вопроса: найти общий язык между народами и государствами и общий язык с природой. Нерешение задач — гибель. В первом случае, имея в виду ядерную войну, мгновенная. Во втором — в результате тотальной экологической катастрофы, медленная и мучительная. Поэтому для обеспечения политической, экономической и экологической безопасности народов необходимо, как писал Вернадский, государственное объединение усилий всего человечества с самым широким участием всех людей в деле созидания ноосферы, сферы разума, человечества, стоящего на платформе планетарного патриотизма. Альтернатива этому — путь в некросферу, сферу смерти. Шутова. А не есть ли это вектор, по которому движется развитие, как мы считаем, цивилизации, да и всей Земли? Все проходит, все стареет, все разрушается. Так переводят французы знаменитое высказывание Экклезиаста. А что думают о предмете своих наук геолог и историк? Флоренский. Первоначально предметом геологии была Земля. Но, выйдя из своей колыбели, человечество устремилось за пределы Вселенной. И вот сейчас бурно развивается планетарная геология. Что касается Земли, то у нее было начало. Она зародилась миллиарды лет назад. Ее развитие можно уподобить жизни живого организма, и тогда окажется, что общий характер возрастных стадий аналогичен. Астрофизики считают, что Солнечная система в середине своего развития. Миллиард лет жизни планеты можно приравнять к 10 годам жизни человека. Так что Земля — это человек в возрасте 45 лет. Свои начало и конец имеют ландшафты. Согласно теории сукцессии Клеменса, они нарождаются, растут, формируются в типы. Наступает период клаймекса, апогея того или иного ландшафта. В Краеведческом музее Душанбе есть картина «Переправа Александра Македонского через Аму-Дарью». Через бурный поток армия знаменитого полководца переправляется на плотах. Странно видеть плоты, связанные из бревен 40 сантиметров в диаметре. Не за тысячи же километров тащила за собой деревья несокрушимая армия. Шутова. Возможно, деревья аборигены? Хотя туранга такой толщины не достигает. К тому же к старости ее ствол трухлявится. Флоренский. Ботаники высказывали предположение, что это могли быть чинары или карагач. Но какие плоты из тяжелых бревен? Палеоботаники на основании споропыльцевого анализа утверждают, что некогда там произрастали леса широколиственных пород. Значит, ландшафт за последние 2500 лет изменился до неузнаваемости. А Аму-Дарью уже можно перейти вброд. Гумилев.
Впадает она уже не в Хазарское море, как раньше назывался Каспий, а в Арал. Впрочем, она меняла свое русло неоднократно в историческое время, а во времена Македонского Хазар не было в помине. Флоренский. Сейчас Амударья впадает даже не в Арал, который дышит на ладан, а в створ Тахиаташского, последнего перед Аралом водохранилища. Ее сестра Сырдарья до Арала не дотягивает, а многочисленными водозаборами разбирается на хлопковые плантации и тратится на полях. Сам Арал, и это ясно видно при сравнении ряда космических снимков последних десятилетий, сжимается, как шагреневая кожа. Исчезает под влиянием антропогенной деятельности особый вид ландшафта Тугаи, заросли в поймах азиатских рек, и толком сохранился лишь при слиянии Вахши и Пянжа в заповеднике Палан-Тугай, тигровая балка, заповедники, где никогда больше не появится Йол-Барс, туранский тигр. Гумилев. Исторический ландшафт тоже изменился. Нет больше бактрийцев и сагдийцев. Потомков последних, живших в отрогах Гессара, вскоре после войны силой согнали с гор и бросили на хлопок на равнину, где народ и прекратил свое существование. Исчезли другие народы, пользовавшиеся этим ландшафтом. Распалась империя эллинов, и даже родину Александра Македонского населяют иные народы. Шутова. Меняется геологическое лицо Земли. У ландшафтов есть своя юность, зрелость, свои на склоне лет. Изменяется историческая карта. А человек? Ведь с появлением кроманьонца Homo sapiens сформировался окончательно, и как биологический вид вполне стабилен. Гумилев. Форма существования вида относительно постоянна. Человек, как и другие живые существа, обменивается со средой веществом и энергией, но отличается от них тем, что почти все необходимое для существования он добывает трудом, то есть взаимодействует с природой не только как биологическое, но прежде всего как социальное существо. Социальные закономерности развития человечества не отменяют действия закономерностей биологических. Чтобы яснее стали контуры механизма взаимодействия человека и природы, их следует изучать. Шутова. То есть в конечном итоге приступить к экономико-эколого-демографическому прогнозу бытования земной цивилизации, как предсказывал Вернадский. Это и есть элемент основы нового мышления, ноосферного. Флоренский. Великий Вернадский объяснил нам, что человечество тоже геологический фактор, как вулканы, реки, моря. Люди перелопачивают столько земли, сколько передвигают ее все вулканы планеты. Курильщики всего мира выкуривают в атмосферу кадмия больше, чем все вулканы мира за последние несколько лет. Прелестные дамы, пользующиеся парфюмерией и холодильниками, как считается, нанесли значительный урон озоновой оболочке Земли. Сменились экономические формации, технически человечество кажется всесильным. То, что было проклятием в древности, чтобы ваши реки текли вспять, теперь не только возможно, но и делается. Сила у нас есть, а разум, а мудрость. Лишь за последние десятилетия человек перестраивает, если не сказать разрушает, всю планету, создавая лавинную, кризисную экологическую ситуацию. Шутова. Хотелось бы вычленить долговременные процессы, эволюцию ландшафтов и результаты антропогенной деятельности. Узнать, где процессы долговременные, а где геологически мгновенные. Флоренский. С точки зрения геологии, извержение вулкана – событие малозначительное. Время нивелирует все процессы. Но даже капли за миллион лет совершают многое. Гумилев. Пустыней Сахара сделала потепление климата и гигантские стада домашних животных, размножившиеся до этого. Как сейчас пустыню в Калмыкии также делают чрезмерные стада в сочетании с Волго-Чеграем. Шутова. Возможно, традиция биосферы присуща социальной эволюции, ускоряется техническим прогрессом, или это злая воля отдельных людей? Гумилев. Если бы процессы истребления ландшафтов не прерывались восстановительными периодами, то уже в эпоху неолита Земля стала бы пустыней, а этого нет. Уничтожение флоры и фауны равно наблюдается в первобытном обществе. Маори истребили птицу Моа, в феодальном испанцы привезли коз на Мадейру, и те съели всю растительность острова. Китайцы в первом тысячелетии до нашей эры уничтожили леса на севере Шаньси и Шэньси и открыли доступ степным ветрам, несущим песок во внутренний Китай. Первобытные охотники истребили мамонтов, а древние персы — львов в Иране. Опустошение человеком растительности еще более интенсивное.
При оседлом скотоводстве скопление скота ведет к обеднению фитоценоза. Козы помогли древним эллинам и римлянам уничтожить в Средиземноморье лес из жестколиственного дуба и сосны, которые заменились вечно зеленым кустарником маквисом. Флоренский. И все же человечество не так всемогуще в своих добрых и не так безрассудно в своих злых проявлениях. У Земли тоже свой характер. Всем известен узбой, русло Амударьи, который у султана Вайса, султана Издага, поворачивал на юго-запад, пересекал Каракумы и впадал в Каспий, а потом пересох. Кого только не винили, и климат, и таяние ледников на Тяньшане. Гумилев. Когда к туркменам прибыло посольство от Петра Великого, во главе с князем Бекович-Черкасским, то туркмены жаловались на харизмийцев, которые якобы запрудили узбой. Основой заключавшегося союза была военная помощь туркменам против хивинцев и вода в узбое. Эта часть договора была выполнена лишь в наше время Каракумским каналом имени Ленина. Он был создан не усилиями военных, а совместным трудом народов страны. Шутова. А кто же украл воду узбоя? Флоренский. Оказалось, что из Западной Европы через Донбасс, Астрахань, Мангышлак к Султану Вайсу и далее на Бухару проходит гигантский разлом. Кроме того, зона этого разлома — кладовая полезных ископаемых. По разлому движутся блоки земной коры, как клавиши рояля. Так вот, раньше Султан Вайс поднимался быстрее, чем сейчас, и Амударья не могла прорваться в Арал, а теперь это воздымание замедлилось, и вся вода беспрепятственно пошла на север. Быть может, победы Чингисхана и стали победами, потому что они совпали с геологически благоприятной для них обстановкой. Шутова. Вот вам и история с географией. Природа творит то, что мы, люди, творить не можем. Реки, горы, моря, животных. Люди могут их разрушать. Но они могут и строить, создавать машины, писать картины. Флоренский. Элементы природы переходят друг в друга. Природа живет, наполняясь той энергией, которую получает от Солнца, звезд, галактики и радиационного распада в глубинах нашей планеты. Биосфера Земли побеждает мировую энтропию путем биогенной миграции атомов. Гумилев. Предметы, созданные человеком, могут либо сохраняться, либо разрушаться. Пирамиды стоят долго, а Эйфелева башня столько не простоит, но ни вечно ни те, ни другая. Шутова. А где граница биосферы и техносферы, если сам человек — часть природы? Очевидно, рубеж социотехносферы и биосферы проходит не только за пределами человеческих тел, но и внутри их. Значит, где-то тут мы можем нащупать реальный момент взаимодействия социального и биологического. На каком уровне своей организации человек взаимодействует с природой? Гумилев. С точки зрения историка, человечество нельзя рассматривать как единое целое. Следует взять иную единицу, на уровне этноса. Этносы — это явления, принадлежащие и биосфере, и социосфере. И этнос следует рассматривать не как функцию социального прогресса, а как самостоятельное явление. Этносы всегда связаны с природными условиями, с ландшафтами. Потому-то они так же разнообразны, как ландшафты, ибо нет на Земле уже места, где бы не ступала нога человека. Ландшафт определяет возможности этнического коллектива при его возникновении, а новорожденный этнос изменяет ландшафт применительно к своим потребностям. Затем наступает привычка к создавшейся обстановке, становящаяся для потомков близкой и дорогой. Привязанность к ландшафту бессознательно хранится в людях. Обживая Сибирь, русские предпочитали селиться на берегах лесных рек, украинцы предпочитали степные ландшафты. Шутова. Значит, как и каждый человек, каждый коллектив подвержен воздействиям социальной и природной форм движения материи. Развивается во времени, а это история, и в пространстве, а это география. Гумилев. И в первом ракурсе мы увидим общественные организации, племенные союзы, государства, политические партии, философские школы, а во втором — этносы, коллективы людей, возникающие и рассыпающиеся за исторически обозримое время, но имеющие в каждом случае оригинальную структуру, неповторимый тип поведения и своеобразный ритм развития. Флоренский. Значит, ваш этнос — наш ландшафт, как говорили сватьи в старое доброе время. Биосфера организуется в ландшафты, люди в этносы. Эти два явления сосуществуют и имеют тот общий знаменатель, который позволяет естественнику и гуманитарию корректно беседовать друг с другом.
не внося понятия одной науки и чуждых другой. Для геолога это трансгрессия, регрессия Каспия, колебания уровня его вод, а для историка это гибель Хазарии и ее разгром славянами и тюрками. Для нашего современника это афера Минводхоза с переброской северных рек в Каспий, уровень которого и так поднимается. И пусть одни говорят ландшафт, а другие этнос, масштаб, протяженность во времени, объем вещества и площадь планеты и для естественника, и для гуманитария одни и те же. Таким образом, история антропогенных ландшафтов — это история взаимодействия техники и природы через механизм этноса, и отношение людей к окружающей среде меняется в зависимости от фазы этногенеза. Если этногенезы — природные процессы, следовательно, сами по себе они не должны создавать необратимых изменений в биосфере. А если они их создают, то значит здесь присутствует еще некий фактор. Это касается, например, исторических превратностей междуречий Тигра и Ефрата. У вас, кажется, есть еще одна версия. Шершель-Афам. Ищите женщину. Гумилев. Баб-Элои, врата Бога. Вавилон был основан амореями в XIX веке до нашей эры и завоеван ассирийцами в VII веке до нашей эры. Халдеи разгромили Ассирию в 612 году до нашей эры и стали хозяевами Вавилона, население которого достигало миллиона. Хозяйство Вавилонии базировалось на системе ирригации междуречья Тигра и Ефрата, причем избыточные воды сбрасывались в море через Тигр. Это было разумно, так как в половодье реки несут много взвеси, а засорение почвы гравием и песком нецелесообразно. Но в 582 году до нашей эры царь Навуходоносор скрепил мир с Египтом женитьбой на царевне Нитокрис. Вместе с ней в Вавилон прибыла ее свита из образованных египтян. Нитокрис предложила мужу, не без консультации со своими приближенными, построить новый канал и увеличить орошаемую площадь. Царь Халдей принял предложение царицы-египтянки, и был сооружен канал Полукат, начинавшийся выше Вавилона и оросивший крупные массивы земель за пределами речных пойм. Шутова, и что же из этого вышло? Гумилев. Ефрат стал течь медленнее, аллювий оседал в оросительных каналах. Это увеличило трудовые затраты на поддержание оросительной системы. Вода из Полуката, проходившего через сухие территории, вызвала засоление почв. Земледелие перестало быть рентабельным, Вавилон пустел, и в 129 году до нашей эры стал добычей парфян. К началу новой эры от него оставалось лишь небольшое поселение, но вскоре исчезло и оно. Шутова. Неужели каприз царицы мог погубить процветающую страну? Вероятно, ее роль все же не была решающей. Гумилев. Если бы царем был местный житель, он понял бы, какие губительные последствия несет непродуманная мелиорация, либо посоветовался с земляками, а среди них нашлись бы толковые люди. Но царь был халдей, войско составляли арабы, советники были евреи. Египетские же инженеры, первые в истории технократы, перенесли свои приемы мелиорации на Ефрат механически. Нил же несет в половодье плодородный ил, а пески Ливийской пустыни дренируют любое количество воды, так что в Египте опасности засоления почв нет. Шутова. Были ли попытки исправить вавилонскую мелиорацию? Гумилев. В VII-IX веках это попытались сделать арабы. Они располагали огромными источниками дешевой рабочей силы, получая негров-рабов из Занзибара. Их заставляли собирать кристаллы соли вокруг развалин Вавилона, собирать в корзины и увозить. Идея улучшить таким образом почву была неосуществимой, так как мелкие кристаллики простому глазу не видны, а работка была жуткая, под палящим солнцем, с руками изъеденными солью, без надежды на отдых. Отчаявшиеся негры подняли восстание, которое длилось почти четверть века и в конечном счете привело к гибели багдадский халифат. Такова была цена второй попытки мелиорации, столь же непродуманной, как и первая. Шутова. Видимо, не следует считать, что любая мелиорация почв губительна. Она становится таковой, когда не учитываются, как мы теперь скажем, экологические последствия. Гумилев. В древности это случалось тогда, когда за дело принимались люди чужие, пришлые. Им было некогда изучать, надо было действовать, и вот результат. Самым трагичным было то, что мигранты вступали с аборигенами в обратную связь.
Они их поучали, вносили технические усовершенствования, годные для родных ландшафтов мигрантов, а не для тех мест, куда они их механически переносили. И подчас губительные воздействия становились необратимыми. Но когда за дело берется этнос, составляющий часть вмещающего ландшафта, он работает в унисон с природными процессами и создает устойчивый биоценоз, в котором для растений, животных и людей имеются экологические ниши. Шутова. Спасибо вам, Лев Николаевич, за этнологический аспект сказания о Вавилонской башне. Он не противоречит, а раскрывает ее мифологическое и экологическое толкование. Нам важно знание этнологических процессов, как важно изучение засухи, наводнений, цунами. Предотвратить их мы не в силах, но можем предсказать и учесть. Мне на память пришла восточная притча о неотвратимости судьбы. Визирь видит в Багдаде вестника смерти Азраила и просит у шаха коня, чтобы скрыться в Смирне. А Азраил удивляется встрече, ведь через несколько часов у него свидание с визирем в Смирне. Флоренский. Не стоит впадать в космический пессимизм. Что касается нашей планеты, она в расцвете лет. Если мы, человечество, мощнейшая геологическая сила, сами не ускорим ее гибель. Любят искать причины исчезновения динозавров в космосе. Раньше ссылались на Бога. Бог-то Бог, да сам не будь плох. Ландшафты самы гибнут, этносы стареют. Плохо это или хорошо? Лично мне динозавры симпатичны. Но на смену им, в конце концов, мы пришли. И у нас есть теперь свои динозавры, техногенные страходонты, шагающие экскаваторы, и бессмысленные ландшафты. Стройки века тоже есть, которые нам же вредят. Насилие над природой и этнической средой наносит невосполнимый урон ландшафтам. В период с 1927 по 1937 год лесозаготовки на Соловецких островах выросли более чем в 50 раз. А затем Соловецкий лагерь стал отделением Беломоро-Балтийского канала. Созданный в недрах НКВД гипровод ХОС, где по сию пору директор института, руководители отделов именуются начальниками, в те годы усыпал карту страны гигантскими гидростройками, которые его патрон щедро обеспечивал дармовой рабсилой. Площадь сооруженных равнинных водохранилищ равна 10 ливанам, а с подтоплениями ими уничтожена территория, равная средней европейской державе. Погибла Волжская пойма, некогда кормившая треть стад европейской России. Непоправимый удар был нанесен русской деревне с ее самобытными институтами, всем ходом развития, готовившимися к социализации. Раскрученный маховик никак не может остановиться. И министерства-монополисты, Минэнерго и Минводхоз, игнорируя подлинные хозяйственные потребности, продолжают вязать гидроузлы на реках и рыть каналы в Поволжье и Средней Азии. Отсутствие дармовой рабсилы заменяется дармовыми бюджетными деньгами, которые зарывают в землю, как некогда людей, делая землю бесплодной. Шутова. Вот еще один урок истории из географии. Хотя говорят, что главный урок истории — это то, что она ничему не учит. Флоренский. Увы, слишком часто эта шутка звучит как правда. Так ли это? История. Одна из основ цивилизации. Главная святыня народа, основа его — прошлое, предки. У земледельцев могила предков всегда рядом, на погосте. А у кочевников? Тут ведь можно договориться до того, что было сказано в XIX веке. Цивилизации кочевников примитивнее, чем земледельцев. Хотя это совершенно не так. У современных казахов есть списки предков. Каждый культурный казах, а с точки зрения национальной культуры это значит все казахи, знает свою родословную вплоть до Адама. Да-да, я видел такие родословные на листках бумаги, на полотнищах юрты. Любой казах знает историю своего рода и быстро находит степень родства с другим казахом. Имена предков — это история. Пушкин воспринимал историю через своих предков. Это ли не культура? Гумилев. Культура человека прямо пропорциональна знанию прошлого. Я написал монографию о гибели древнего Китая, хунны в Китае. Тогда погибли и те, и другие. Я писал о гибели Золотой Орды и Древней Руси, на месте которой появилась новая Великая Россия. История — это постоянная смена жизни через порог смерти. Шутова. Лев Николаевич, а в какой фазе этногенеза находится этнос, которому принадлежат участники беседы? Гумилев. В самой оптимистической, сами посмотрите. Вспомните Куликовскую битву, консолидацию этноса вокруг Москвы.
История с географией — это очень полезно. Шутова. Таким образом, на водоразделе истории с географией покоится теория этногенеза. На водоразделе естественных и гуманитарных знаний — учение о ноосфере. Наука будущего, где они соединяются в единое мировоззрение. Спасибо собеседникам. Они осветили дорогу, ведущую к храму ноосферы.